В Москве на встрече с заместителем главы Государственной Думы России Андреем Исаевым посол Таджикистана Имамудин Сатторов попросил смягчить миграционные требования для мигрантов-таджиков, напомнив, что несмотря на все трудности, что испытывает Россия в связи с ослаблением экономики и санкциями, его страна остается верным партнером. В первую очередь посол предложил рассмотреть возможность легализации мигрантов, объявив миграционную амнистию для тех из них, кто не совершил уголовных преступлений. При этом, по словам посла, это будет выгодно обеим сторонам. России амнистия позволит вывести большое число гастарбайтеров из тени. Еще одним пунктом переговоров стало смягчение требований для получения патентов на работу, например, пересмотр содержания тестов по русскому языку и истории или полной их отмены для тех мигрантов, что не намерены работать в сфере услуг. Также Имамудин Сатторов предложил увеличить сроки действия патентов на работу с года до 3 без необходимости обязательного выезда из России. На прошедшей вчера в Москве конференции «Центральная Азия. Современные вызовы» одним из дискуссионных вопросов как раз стала тема амнистии мигрантов. Профессор Европейского университета Санкт-Петербурга Сергей Абашин попытался доказать присутствующим, что нынешняя правовая система в отношении трудовых мигрантов зашла в тупик. Практически все они так или иначе уже нарушили какие-то пункты законов, и система требует, чтобы к ним сначала были применены наказания, а потом уже эти мигранты могли бы легализоваться. Но санкции-то такие жесткие, что потом уже не получается. Поэтому иностранные граждане просто существуют в полулегальном статусе и решают вопросы неформально. Сегодня поставлены на всех жесткие условия. Всех, хоть кто-то что-то немножко нарушил, даже административные нарушения, им запрещен въезд в Россию на 3-5 лет. То есть эти люди остаются в Таджикистане, создают ту социальную проблему для Таджикистана, о которой мы говорим. Объявить амнистию, чтобы люди могли прийти в ФМС или в другие институции российские, им снимались их нарушения, и они могли легально получить патенты свои. На будущее второе предложение – решить вопрос о сокращении тех административных нарушений, вообще тех нарушений, из-за которых, список тех нарушений, из-за которых гражданам Таджикистана запрещается въезд в Россию на большие сроки. Сейчас даже за нарушение правил публичного движения люди могут остаться на долгие годы без средств существования. И создать большую проблему и для Таджикистана, и для России тоже, потому что эти люди остаются нелегально в России, они не выезжают, потому что боятся, что им потом будет запрещено.